постоянные. Мощностью там от первых десятков метров до 1500 метров. А вот эта вот граница, это в принципе где у нас распространяются многолетние мерзлые породы, но они там могут быть как островные, так и древние очень на глубинах больше 200-300 метров. Видите, низкий потолок. Значит, мы с вами попали на первый уровень нашей подземной лаборатории. Это 4 метра. Здесь каждая лаборатория, всего у нас 5 лабораторий, хранят образцы свои. Держи ее, возьми. Аккуратно. Он ее поднять не может. А ее можно? Здесь мы с вами видим портреты двух выдающихся ученых, золотоведов. Справа этот Стомич Николай Александрович, тот человек, который задал практически все основы строительства на вечной мерзлоте. Здесь слева направо это Сунгин Михаил Иванович, тоже один из основоположников, в принципе, кто ввел понятие мерзлотоведения. Он написал первые учебники по мерзлотоведению. Все мы учились по его учебникам, да. Вот. Можете видеть те отложения, которые река Лена и ветра принесли сюда и переотложили. После лета, кажется, прям зима. Это мы насколько спустились? На 12 метров? 12 метров, да. Здесь у нас в комнатах проводятся эксперименты. Вот, смотри, это настоящий зуб мамонта. А это Как, тоже я извиняюсь, маленький. как он рос? Ну, физически я хочу понять просто. Вот так вот он. Они вот так жуют Всё и понятно. перетирают. Вот они же. Угу. Вот это корень. Вот видите, у него корень Всё, зуба. вот это корень. Вот. Ничего себе. Вот это да. Вот кусочек бивня мамонта у нас тут лежит. Вот меня все время Челюсть. удивляло, почему бивни похожи на дерево. Ну, действительно же как А потому дерево. что они лежали в земле же и приняли окраску земли. То есть внутри бивень-то он белый. Да? А, Всё он же. окисляется просто. Можно, пожалуйста? Конечно, конечно. Тяжелый прям такой. Вот я бы реально подумала, что вот это дерево. Нет. Он такой легкий. Я держу кристалл Мамочка, смотри-ка. снега. Кристалл снега, да? Как это правильно называется? Воды, кристалл воды. В общем, это большая... В общем, я держу в руках большую снежинку. За счет Кстати. того, что мы здесь дышим. Как Сколько ему лет? красиво. Лет 20. Вот это вот обычный плавник. То есть это то, что упало в воду и вот плавает, высохшее дерево. И вот тоже кусок дерева, но который не окаменел, а просто сгнил. Ну не сгнил, Очень тяжелое. отмерло, да. Вообще тяжелое просто. Держишь Да. осторожно. Как дерево окаменеть может? Надо же. Видите, я вам говорю, 40% льда, вот тут вот жилки льда видно. Так красиво искрится. Мгм. Здесь вот у нас памяти 100 лет Так. Павла Ивановича Мельникова, ну, фотографии из его жизни. Вот, значит, его сын тоже академик в том состоянии, в котором при жизни Павла Ивановича Мельникова. То есть тут письмо, которое он своему другу не дописал, осталось. Мама. Вот все эти бумаги. Там, членский билет Академии наук. Нет? Это 73-й год. Да, да. Это все так, как было в последний день его работы. Это 45 лет назад. Да. Тоже вот я, когда приехал в Якутию 6 лет назад, я 3 года проработал на станции рядом с Вилюйской ГЭС. Ну это монумент, постамент называется. Зуб мамонта 20 тысяч лет. Мгм. А это уложено в основании сооружения шахты Шергина в 1912 году. Модель шахты Шергина
той шахты, с которой началось изучение вечной мерзлоты. Эту шахту рыли 9 лет, чтобы найти воду, но воду так и не нашли. Вот. Тут даже ты что, можно провалиться, там под ним очень холодно, у нас одежда. Вот это вот шахта Шульгина, макет которой мы видели в Институте мерзлотоведения. Мам, пойдем? Пожалуйста, каску не снимайте, пожалуйста, не бегай, хорошо? В Да. пещере там очень скользко. Будянки есть рядом с горкой, можете покататься. Также ледяные фигуры руками не трогаем, чтобы они у нас не растаяли, не сломались. И на поле для кёрлинга, пожалуйста, не заходим. В 70-е годы эти штольни сделаны под склад для хранения мяса и рыбы. Температура естественная, то есть зимой на уровне минус 15, минус 16 градусов, когда на улице минус 50, а летом на уровне минус 5 градусов, когда на улице плюс 30. То есть температура не меняется в течение года так сильно. А вот это вот бык, согласно якутской мифологии, когда у быка отрастает первый рог, начинается зима. Соответственно, когда отрастает второй рог, мороз крепчает, и весна начинается с того момента, как начинают отваливаться рога. Первый рог в конце января, второй рог в конце февраля. Само помещение довольно большое. Если раньше было, по-моему, 2 зала, если я не ошибаюсь, то сейчас расширили раза в 2 или в 3. Здесь также в зале имеется небольшая экспозиция, как мы видели уже в других местах. Здесь у нас череп шерстистого носорога. Это все оригиналы, не муляжи. Череп первобытного бизона. Я так понимаю, это его рог. И карта многолетней мерзлоты. Такую же карту мы видели в Институте мерзлотоведения, где были. Здесь указано, где на территории России, а вообще в целом мире присутствует мерзлота. Ну и, конечно же, как царство вечной мерзлоты без резиденции Деда Мороза. Так, ну вот здесь вот делают зал для кёрлинга, он сейчас в процессе пока, поэтому он закрыт, но скоро, я думаю, он уже заработает. Федерация кёрлинга Якутии написано, но, по-моему, не видно, да? Вот что-то так чуть-чуть видно на льду. Федерация кёрлинга. Дальше не видно. Вот это все монетки. Тут по 5 рублей, по 10 рублей.
переходим дальше. Так, ну а в этом зале представлены персонажи из мультика «Ледниковый период», кто не догадался. Ну а этот зал, я думаю, вы сразу узнаете. Чего? Давай фотографируемся с тобой, если сможешь. Не хочу. Вставай. Я падаю! Я не знаю, как ты здесь будешь сидеть, я не могу сесть. Я серьезно не могу сесть. Я даже стоять не могу. Все, села. Теперь Татьяна пробует повторить за мной. Не, мы сейчас грохнемся отсюда. Я тебе 100% говорю, что мы грохнемся. Нормально? Сидишь? Не хочу, Не будешь? вредно. Просто вредно. Ты кто? Там же тетенька с хижиной. Давай, два, три. Давай. Теперь я захожу в лабиринт. Я надеюсь, мне не придется никого звать на помощь. Кстати, вот то, что вот весь этот снег, это все натуральный снег, то есть здесь не используют какие-то специальные методы, способы поддува. Ой, чего-то. Так, ну я, видимо, прошла мимо. Нужно возвращаться. В общем, правильно говорят, нельзя ходить налево, как я пошла изначально. Нужно идти направо. Так вот, вот это вот все, это настоящий снег. Не искусственный. И здесь не используют какие-то специальные способы, там, либо приспособления, какие-то механизмы для того, чтобы нарастить снег. Ой, нет, здесь тупик. Ой, как мне к нему попасть? Нужно обойти, все поняла. Значит, все-таки ходить налево нужно. С третьей попытки мне это удалось сделать. Кстати, если сюда приедете, вы берите с собой варежки или перчатки, потому что очень холодно. Все, я в центре лабиринта. С третьей попытки наконец-то это сделала. Вот так выглядит настоящая якутская спальня. Кровать, конечно, не king size, но зато меха натуральные. Кстати, как сказали сотрудники царства, сюда можно приехать и устроить какое-нибудь мероприятие. У них имеется, кстати, пробковый сбор. Поэтому, если, допустим, молодожены хотят сюда приехать, не могут взять с собой шампанское, есть стол, разлить по бокалам, сделать фотосессию и поехать дальше. Вот здесь ледяной бар. Теперь называется Йети бар. Вот он тут, хозяин. И Йети, горилла какая-то больше, а не Йети. С бутылкой в руке, кстати. Ну и вот такая барная стоечка, которая, в принципе, я думаю, человек 20 может спокойно разместить. Все, мы вышли, видите, тут наверху на потолке капельки воды, то что оттаивают.